Для чего Аллах создал женщину? Мусульманка верит в Аллаха искренним сердцем, полностью покоряется и подчиняется Ему, осознает, что Господь – Творец и Создатель каждой вещи. Ему принадлежит все могущество. Она боится и уважает Его и стремится к Его довольству. Она поклоняется Ему одному и стремится к Его помощи. Она знает, что только по Его воле с ней случается плохое и благое. Она живет в осознании полной зависимости от Него. Она знает, что ее жизнь принадлежит Ему. День ото дня она просыпается благодаря Ему. Он дарует пропитание, защищает и оберегает ее. Она не надеется на людей. Она ожидает помощи лишь от Аллаха. Она верует в Аллаха без единого сомнения в своем сердце на протяжении всей своей жизни, не теряя искренности и веры вне зависимости от обстоятельств. Она знает, как быть благодарной и проявлять довольство своей близостью к Аллаху Всевышнему, когда у нее все хорошо и когда она переживает трудности. Она находится в состоянии постоянного подчинения, милосердия, прощения и осознания Божьего промысла. Когда с ней случается неприятность, она знает, что Аллах дарует решение и руководство в Коране, и наиболее важным для нее остается искренняя любовь, покорность и вера в Аллаха. Она уверена в обещании Всевышнего, что случится по Его справедливости и мудрости. Даже когда кажется, что проблемы и неприятности длятся вечно, она никогда не сдается и не теряет надежды на то, что прибудет Его помощь. Довольствуясь посланным ей путем, она обретает терпение, смиренность и надежду. Она помнит о том, что сказано в Коране о тех, кто оставляет веру в такие времена. Она произносит: «О нет, со мной мой Господь, и Он укажет мне прямой путь». Сура 26, 62 аят. Так же, как делали пророки во времена трудностей. На протяжении всей своей жизни ее глубокая вера дает возможность почувствовать близость, милосердие, любовь и помощь от Аллаха. Аллах создал женщину и мужчину с определенной целью и раскрыл их обязанности в Коране. Мужчины и женщины должны придерживаться морали, предписанной Всевышним, поклоняться Ему и стремиться к Его довольству. Им предписано говорить людям, которые далеки от счастливой и довольной жизни, о следовании учениям Корана и прилагать усилия приблизить их к милосердию Аллаха. Некоторые могут посчитать, что сила и воля – это мужские качества, что только мужчины проявляют силу и решительность, но на самом же деле женщина, обладающая верой, полна решимости и силы воли. Ее сила заключается в смиренности и терпении, которые позволяют ей пережить испытания и сохранить самообладание. Она не зацикливается на внешних факторах и мнении окружающих, она обладает стержнем, который подпитывается верой и делает ее достойнейшей из женщин. Такая женщина – истинная опора и поддержка для мужчины. Она способна обеспечить ему тыл и защиту своими хрупкими плечами, но сильным сердцем. Единственное правильное для нее решение принимается в соответствии с Кораном. Слова Аллаха заставляют биться ее искреннее сердце, наполненное любовью, заботой и лаской, которую даровал ей Всевышний Аллах.
Путь, предписанный Аллахом, для нее самый легкий, такой же естественный, как дыхание. Это путь для нее самый красивый, так как только он приведет к самому прекрасному назначению, довольству Аллаха. Она всем сердцем любит свою религию, которая даровала ей такой высокий статус в любом положении, будь то мама, дочь или жена. Ее вера защищает ее права и интересы, дарует уважительное положение в семье и обществе. Аллах Всевышний сказал, что смотрит не на пол человека, а на его богобоязненность и отношение к Аллаху, веру, нрав и преданность Аллаху.